В завершении выпуска стартовали мероприятия, посвященные 50-летию Мирнинского района. 26 января состоялась праздничная сессия, а до этого в городе были открыты несколько выставок. Про одну из них, выставку черно-белых фотографий, расскажет Тамара Бессмертная. 50 лет. 50 черно-белых фото той страны, когда она была единая, как в бедах, так и в победах. Конечно, эта выставка больше для взрослых, которые узнают себя и географию своей юности, когда проспекты еще не имели имен, а дома – окон. Когда они не понимали, что каждый их прожитый и обычный день будет осознан их внуками как подвиг. Они просто так жили, победители и их дети. Даже символично, что 50-летие района совпадает с юбилеем Победы. Каждая фотография попала на выставку своим путем, порой весьма долгим и непредсказуемым. Я, в социальных сетях случайно увидела фотографию в группе «Мирные», черно-белые фотографии Мирного. Я взяла и написала человеку, автору, который выставил эти снимки, и попросила его прислать их в более хорошем разрешении. И он откликнулся и прислал. Это семья Богдановых, которая проживала в 60-е и 70-е годы в городе Мирном. Отец работал водителем. Вот здесь представлено фото на выставке, сын водителя мы его назвали, где запечатлен этот мужчина уже сейчас пенсионного возраста, в то время юный мальчик, на автомобиле своего отца. Некоторое время назад отдел культуры районной администрации попросил откликнуться тех, кто хранит у себя в альбомах старые фотографии Мирного. Откликнулись многие, и именно их архивы оказались наиболее ценными. Выставка действительно интересная. Во-первых, подкупает то, что все фотографии черно-белые. Во-вторых, я, нерожденная в Мирном, с удивлением узнала, что здесь были вот такие хоры с таким задним оформлением, или что почту доставляли на лошадях. Молодые, открытые, они были счастливы и на морозе летного поля, и на берегу Комаринного и Реляха, в строительных бригадах и на сцене деревянных дворцов культуры. Они носили на груди кто портрет белокурого мальчика, а кто алый галстук. Они гордо пели «Надо мечтать, ребята», и мечтали. Копали картошку, а позже стояли в бесконечных очередях, надеясь на лучшее. Отдавали за бесценок ваучеры и декламировали «Вся жизнь впереди, надейся и жди». Выставка кажется маленькой, однако здесь 50 историй, о каждой из которых можно написать не одну книгу, и каждая достойна стать книгой.